На носу Новый год, предпраздничный ажиотаж на пике. На дворе солнышко и плюс 10. Многие ждут сюрприза от погоды, снежных выходных, а вот туристы, наоборот, убегают слякоти и морозов, желают насладиться субтропическим климатом. Потому ежегодно бронирование туров в Абхазию происходит заблаговременно, в основном с ноября. В Министерстве по туризму сообщают, что по предварительным данным заезд будет рекордным. Российские туроператоры реализовали максимальное количество путевок. Средняя стоимость проживания в праздничные выходные гостям обойдется порядка 6 тысяч рублей. Библио Глобус – крупный российский туроператор, который открыл продажи пакетных туров с 2015 года с прилетом в сочинский аэропорт и трансфером до курорта в Абхазии. Как рассказала заместитель генерального директора компании Ирина Костенко, в новогодние праздники к нам направится более 10 тысяч человек. С каждым годом интерес к Абхазии только возрастает, в том числе и поездки в зимнее время года, а особенно в Новый год, новогодние рождественские каникулы. В эти праздники мы планируем отправить в Абхазию более 10 тысяч человек. Наиболее востребован у туристов регион Гагра. Промежуточные итоги, которые мы проводили в октябре нынешнего года, показали следующие цифры, что на тот период воспользовалось более 100 тысяч туристов нашими предложениями для отдыха в Абхазии. Гостиницы и отели в Абхазии уже готовы к приему гостей. В гостинице «Города» полная готовность. Здесь ожидают стопроцентную загрузку. В отеле на новогодний период стопроцентная загрузка. Брони шли очень активно. По сравнению с прошлым годом могу сказать, что в этом году брони начали поступать гораздо раньше, ажиотаж был намного больше. Если судить по прошлому году, мы заполнились, можно сказать, по факту, уже ближе к праздникам. А в этом году ажиотаж был, спрос был выше, и, наверное, даже уже начиная с середины ноября у нас активно шли бронирования. По словам Дианы Тарнава, концепция работы отелей «Города» выстроена на принципах высокого уровня обслуживания. В шестиэтажном отеле 51 номер. 30 и 31 декабря заезд гостей ожидает одна из крупных столичных гостиниц «Интерсухум». В эти новогодние праздники туробъект, располагающий 162 номерами, будет заполнен на 70%. Заезд у нас будет, скорее всего, 30-31, эти 2 дня. И они будут до 5-го, кто 4-го, до 5-го числа. Тихо-тихо тоже не улучшаем. Вот мы бассейн построили. Банкет у нас хороший будет, там будут шоу-группы, певцы. И, наверное, они программу смотрят, да. И погода хорошая. Там у них зима, у нас почти лето. Погода хорошая. Увеличивать возможности и опции для комфортного отдыха крайне важно. Этим принципом следует в гостинице, рассказал директор Сосу Каджая. Наряду с подогреваемым бассейном обновлен каждый номер. Ковролин, мебель, белье – все новое. Бонус новогоднего тура – развлекательная программа в новогоднюю ночь. В Абхазии я уже сбился со счету. Люблю Абхазию. Новый год первый раз буду встречать в Абхазии. Пригласили на банкет вот сюда, в Интерсухум. Посмотрим. Обещают феерическую шоу-программу. У меня цель отдохнуть в полной мере, насладиться природой. Вот. А в Абхазии это в достатке, и природа, и кухня хорошая. И, в общем, все, что нужно туристу, все, в принципе, можно найти. И море, и горы, у кого какие есть потребности. По информации Минтуризма, средняя стоимость тура для двоих с авиаперелетом на 7 ночей составляет на данный момент 80 тысяч рублей. Вместе с тем продолжаются активные бронирования по таким объектам, как Черноморская жемчужина, Гранд-отель Абхазия, Магнолия, Солнечный берег, Парадайз-Бич, Сосновый Бор, Вилла Сова и другие. Асида Амалия, Михаил Братухин, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение.
В Абхазии я уже сбился со счету. Люблю Абхазию.